А мне кажется, вы к нам чаще ходите, чем на отчет в Кабмин и в парламент. Нет, я к вам чаще не хожу, но стараюсь быть чаще у вас. Почему? Потому что у нас каждый раз какая-то проблема. То рыба, Да. то вода, то еще что-нибудь. В этот раз пищевая безопасность. Вот буквально на прошлой неделе был рейд, куда ездила и наша журналистка Наталья Шестакова. Есть репортаж у нас на сайте о том, в каких ужасающих условиях забивают скот. Это и, мне кажется, и антигуманно просто, и опасно для здоровья тех, кто потребляет такое мясо. Как обстоят дела у нас с мясом? С безопасностью мяса. Абсолютно правы, Наталья. Я хотел пару слов сказать о том, что есть те обязанности Министерства сельского хозяйства, которые мы должны выполнять. Первое – это обеспечение продовольственной безопасности. Это физическое наличие продуктов питания в Кыргызстане и их ценовая доступность. Это и есть продовольственная безопасность. Просто чтобы нам было что есть. Да. Второе, немаловажное, это пищевая безопасность. То есть это качество продуктов питания, которые производятся в Кыргызстане, которые импортируются извне. И вот здесь, когда касается вопроса пищевой безопасности продуктов питания, которые у нас производятся, здесь есть очень много проблем. Они в одночасье не появились. Это продукт, это результат того, что за период независимости мы просто перестали чувствовать ответственность по тем стандартам пищевой безопасности, которые есть, и исполнять их. Вот вы сейчас говорите, это мы кыргызстанцы или мы Министерство сельского хозяйства? В первую очередь и та сторона, и эта сторона. Первое, это от кого зависит производство качественной продукции? Непосредственно от производителя. Дальше идет по цепочке, идет переработчик, а потом идет потребитель, или розничная сеть, и дальше потребитель. Задача Министерства сельского хозяйства: в нашей структуре есть ветеринарная служба. Их обязанность, значит, это в первую очередь требования соблюдения пищевой безопасности. Вот тот репортаж, в котором участвовала Наталья Шестакова, ваш журналист. До этого было несколько рейдов у нас. И вот и вчера были несколько рейдов. В последнее время мы до Нового года объявили месячник, будем проверять именно перерабатывающие предприятия. И, конечно же, будут проверяться и производители продукции. Значит, смотрите, вы видели в репортаже Натальи Шестаковой, в других репортажах, которые наша пресс-служба тоже делала. Вообще антисанитария везде. Несоответствие убойных цехов требованиям санитарной безопасности. Значит, есть требования, которые они должны выполнять. Какие это требования? Давайте вот. Вообще, если кто-то не видел репортаж, мы, по-моему, уже об этом ранее говорили, посмотришь, хочется вегетарианцем стать, просто перестать есть мясо. Просто спокойно смотреть невозможно. Невозможно. Я хотел бы отметить, что тот репортаж, который делался вместе с вашими журналистами, это довольно-таки мягкие кадры были. Есть кадры вообще ужасающие. Вообще, там, где вот на днях уже подготовили, выйдет репортаж о том, что как забивается мертвечина. Это бизнес, который поставлен на поток. То есть видите, насколько безответственно сегодня подходят наши горе-предприниматели, которые вот на мясе на мертвечине стараются делать свой бизнес. Такие тоже есть. Так, значит, смотрите, вот репортаж, который делала Наталья, там поставлялся живой скот, будем надеяться, что здоровый, и его просто забивали в условиях, которые я бы назвала не просто антисанитарными, а недопустимыми ни с точки зрения
гуманной, нельзя так забивать животных ни с точки зрения дальнейшего потребления. И плюс вы говорите о том, что в рамках своих рейдов вы неоднократно где использовали мертвечину, то есть уже умерших животных до того, как они поступили на... Да, такое тоже есть. Вот теперь смотрите, Наталья, какие требования к этим убойным цехам и мясоперерабатывающим предприятиям, мясокомбинатам? В первую очередь их месторасположение. Там есть требования, столько-то метров должно быть от ближайшего жилого здания. Сегодня очень много цехов, которые прям с правой стороны через стену сосед живет, индивидуальное жилое строение, с правой стороны тоже, он в черте города или в черте села находится, полнейшая антисанитария, вот это, и все, если там есть канализация, то туда, если нет, то только во двор вываливается все, и вот там летом рассадник инфекций. Второе, само здание, само оборудование должно соответствовать в первую очередь, значит, требованиям пищевой безопасности, стандартам управления пищевой безопасностью, менеджмент пищевой безопасности есть такое на предприятиях по переработке пищевых продуктов, и оборудование само должно быть. Линия должна соответствовать, чтобы там была чистая зона, грязная зона, чтобы там ветеринарный инспектор мог контролировать весь процесс. А здесь даже этими даже, грубо говоря, и не пахнет во многих цехах. И вот поэтому мы уже дальше некуда. Вот сейчас вместе с Министерством внутренних дел и борьба с скотократством, это тоже сюда входит. И идентификация сельскохозяйственного крупнорогатого скота. Здесь и чипизация лошадей. Вот, то есть очень много мероприятий, которые должны вестись и которые привязаны именно к этим убойным цехам. А сколько у нас всего убойных цехов? Вообще зарегистрировано 100, из них 28 закрыты в связи это с по стране? По Кыргызстану, да. И проверки, мониторинг сейчас идет, практически очень много цехов выявлено несоответствий, они будут закрываться. Просто закрываться или у них будет шанс изменить? Если у этого цеха есть документы, которые подтверждают, что это помещение было введено в эксплуатацию в соответствии с требованиями, но там есть определенные нарушения, то им дается предписание, чтобы они устранили эти нарушения. А если он вообще не имеет никаких документов и самовольно ведет там предпринимательскую деятельность, они будут закрываться. Вот я все время буду опираться на вот этот пример. Там владелец этого цеха, он и не скрывает, что он так работает. И... У него нету никаких документов, да. узаконивающих его деятельность, ни его здания, ни его бизнеса, ничего нет. То есть в одном месте это является, в принципе, рассадник инфекций, который создает очень сложную ситуацию у нас. Мы не скрываем, что сегодня распространение инфекции очень серьезно идет в Кыргызстане. Потому что, видите, население, оно очень сильно зависит от здоровья животных. Потому что мы же потребляем, то есть контакт с сырым продуктом, с живым животным, с сырым продуктом животного происхождения. Да? И вот тот же бруцеллез, тот же эхинококоз, альвеококоз. Вот эти очень основные заболевания, которые сегодня очень часто начали встречаться. Мне нехорошо. Мне тоже. Почему я как министр сейчас объявил войну именно вот этим горе-предпринимателям? Мы в последнее время все чаще начали устанавливать факты распространения мертвечины по Кыргызстану. Это не просто слова, это лабораторные подтверждения.
Это можно выявить лабораторно? Конечно, мертвечину, по крайней мере, мы сегодня можем выявить лабораторно. Достаточно ли у Министерства сельского хозяйства сил для того, чтобы все это контролировать? Это вы говорите ветеринарные службы. У нас большая проблема, что нет достаточного количества ветеринаров. При том количестве ветеринаров, которые сегодня есть, мы можем справляться, вести контроль на должном уровне. Другая сторона проблемы есть, то есть мораторий на проверку предпринимательской деятельности. Вот здесь есть проблема. Мы должны зарегистрировать предприятия для проверки в Министерстве экономики, получить разрешение, потом идти, потом проверять, а потом они еще и возмущаются, они не исполняют предписания. Если закрывают это предприятие, они начинают ночью открывать, работать. Видите, вот здесь не только предприниматель виноват еще. И здесь виноваты и мы сами, граждане Кыргызстана, потому что мы в нарушении закона идем туда, сдаем скот свой, чтобы для того, чтобы там приняли, забили. Дальше продали мясо. Да, и вот смотрите, мясо-то дальше куда-то идет, вот с этого цеха там забили эти туши. Вы прослеживаете цепочку? Вот куда-то перепродали. Да. Вот теперь... Вот эти люди, которые купили вот здесь, они же тоже нарушают? Они везут, да, они нарушают, первое. Второе, теперь они везут на рынок. Вот условно, Чуйская область, в том цеху, где ваши сотрудники видели, оттуда мясо идет на Ожский рынок. Там его распространяют по всему Бишкеку. И в рестораны, и в кафе, и в детские сады, и в школы, и в больницы. Практически по всему Кыргызстану распространяется вот это мясо. И вот когда мы даже позавчера мониторингом выехали на Ожский рынок, там вот эти частные предприниматели, в том числе и ветеринарные врачи, которые там взяли в аутсорсинг лабораторию и работают, они тоже выходят против. Вот сейчас у нас очень тяжело, но мы идем, мы приняли практически по Кыргызстану все лаборатории ветсанэкспертизы, которые находятся на рынках, которые должны проверять все продукты, начиная растениеводческой продукции и заканчивая животноводческой. На двух рынках сегодня, на Аламбединском рынке и на Ожском рынке сегодня очень сложная ситуация. Самовольно ветеринары, которые до этого работали там, начали вести свою деятельность. Незаконно. Вот мы сейчас подготовили все пакет документов. Что значит самовольно начали вести? Да, вот они с ними расторгнут договор, с этими ветеринарами, с нашей ветеринарной службой. Но они туда приходят и представляются ветеринарными врачами и ведут вот такую деятельность. Все документы мы вот в органы прокуратуры, в органы внутренних дел передали все эти документы. Сейчас там активно ведется работа. То есть, видите, уже до того привыкли самовольно нарушать, самовольно вести вот такую предпринимательскую деятельность, которая противоречит всем требованиям, что они почувствовали безнаказанность. То есть этого не будет дальше. Мы сейчас очень активно этим начали заниматься. Конечно, нам тяжело, пока не будет нас поддерживать все население, которое хочет быть здоровым, а каждый хочет быть здоровым. Каждый кыргызстанец должен нас поддержать в этой борьбе. Каким образом вас поддержать? Видите, когда закрывается один цех, условно вот этот цех, например, его завтра закроют, он выйдет, он пригласит туда своих друзей, родственников, и они начнут митинговать. В этом смысле? Да, вот простым предпринимателям не дают возможность работать, рабочие места сокращают, создают сложности. Нет, надо смотреть по-другому. Мы должны смотреть с позиции обеспечения пищевой безопасности. Вот еще в 2015 году, когда я проходил обучение в Голландии, я спросил у преподавателя тогда у нашего, я говорю, в Голландии, я говорю, а как вы вакцинируете против бруцеллеза? Он так замолчал, в недоумении смотрел на меня, потом говорит, мы 50 лет назад
забыли, что такое бруцеллез. В 2015 году было. В 2015 году мы 50 лет назад забыли, что такое бруцеллез. Мы сегодня боремся, не можем эффективно бороться. Сколько страдает бруцеллеза? Сколько страдает альвеококоз сегодня? Сколько страдает другими инфекционными заболеваниями, которые передаются сельскохозяйственным животным, собакам и кошкам? Мы сегодня, 23-й год 21 века. Как я могу как-то защитить себя, свою семью, чтобы купить мясо, которое было произведено в нормальных условиях? Смотрите. Я простой потребитель. Да. Когда сельхозтоваропроизводитель или фермер приводит свой скот на убойный цех, а он должен его забивать только на том цехе, где цех получил сертификат. То есть, цех получил разрешение. То есть там все соответствует. Там ветеринар проверяет сначала наличие вот этого животного в системе идентификации сельскохозяйственных животных. Там все отражено, сколько вакцин он получил, какое лечение он должен, какое он получил. После этого, когда забивается, ветеринар контролирует само состояние мяса. Они знают, как это визуально, органолептически, потом проверяют это все. Потом только дают, ставят печать, и потом дают разрешение на дальнейшую реализацию. Вот это, если с таких цехов, тогда да, вы можете быть спокойными. А когда просто привозят, забивают без никакого... А я как могу проверить? Я пришла в магазин и покупаю. Так, вот все вот эти магазины, мы сейчас требуем, чтобы там был QR-код. Где там? QR-код. На магазине? Да, в магазине на эту тушу. Вот на эту тушу есть QR-код. Проверяете, где он забит. А QR-код присваивается только там, где проведено качественный забой, правильный забой проведен. Только при наличии вот таких сопроводительных документов. Ну, это же сразу на цене отразится. Абсолютно не должно отражаться. Абсолютно. Абсолютно, Наталья, я вас уверяю. В этом нет зависимости, разницы в цене. На рынке цена, если забит скот и в соответствующих условиях, и в несоответствующих условиях, на рынке есть две цены. Это оптовая цена и розничная цена. Оптовая цена сегодня, к сожалению, не зависит от того, в каких условиях забит скот. Все приходит на вот этот Ожский рынок, условно. В каждой области, в каждом большом городе есть свои вот такие оптовые рынки, куда приходят. Там и выстроена система. На Аламединский рынок отдельно, на Ортусайский рынок приходит отдельно. И там ветеринары должны проверить. Даже если приехала фура с огурцами, например, она должна встать. Оттуда ветеринар должны взять, ветеринар-фитосанитар должен забрать образец, проверить, а потом только выпустить разрешительный документ, он может заехать и торговать. Если не соответствует, должны закрыть, развернуть и на утилизацию. Еще раз, как я могу убедиться? Вот я пришла. Я что, продавцу... При наличии документов, сопроводительных документов. Нет, на это я говорю продавцу, а покажите мне QR-код. Даже магазин, который продает в розницу, он должен повесить, в каком убойном цехе это сельскохозяйственное животное забито. Вы можете спросить, с кем сотрудничаете, откуда вы получаете мясо. Вы можете спросить. И они должны будут вам сказать, да, вот мы работаем с такой-то компанией, у которой есть все сертификаты безопасности. Мы должны и сами научиться это требовать. И розница, торговля, киоски, даже специальные магазины, крупные супермаркеты, они должны научиться этому. Они научились? Вы... Сейчас наши начинают идти и к ним тоже требовать от них. То есть, если там будет выполнены требования со стороны розничной торговли на рынке, в магазинах, в киосках, вот этих павильонах, везде будут требования, тогда нарушители просто не смогут туда поставлять мясо.
тогда они автоматически будут строить новые соответствующие цеха или приводить в соответствие свои цеха, и только тогда вести свою предпринимательскую деятельность. Вот смотрите, у нас 100 забойных цехов, убойных цехов, а 28 из них вы уже закрыли. Вы сколько вообще проверили? Из тех, которые проверили, 28 уже закрыли. Сейчас идет проверка всех цехов практически. В течение 10 дней, 15 дней мы уже завершим проверки. Все, которые не соответствуют, они будут закрыты. Они, опять же, вот вы говорите, что там недовольство начинается, возмущение, начинают работать подпольно, риск, вот это же бесконечная какая-то работа получится? Конечно, предприниматель должен понимать, что нарушать закон сегодня для него будет очень накладно. Во-первых, первый раз штраф, второй раз штраф, и третий это будет уже уголовно наказуемое наказание. Сейчас рассматривается в Джалор Кенеше внесение изменений в Кодекс о правонарушениях. Вот туда мы вносим еще 12 статей, которые будут давать возможность нам... вы законодательство меняете? Да. Ужесточаете? Да, ужесточаем. Почему? Потому что нет рычагов. Почему вот такая реакция со стороны вот этих горе-предпринимателей? Потому что нет серьезных рычагов, которые могли бы нам позволять приводить в соответствие. И что там будет предусмотрено? Там будет уголовное наказание предусмотрено. Там Вот, будут штрафы. Вот такому владельцу, как в Если нашем... это частное лицо, то первый раз это будет из расчета 50 расчетных единиц, первый штраф. Второй штраф сразу кратно будет увеличиваться. Вот ему даются недели для устранения. Если он не устранил, сразу 270 расчетных единиц он будет платить. Потом, если он не будет устранять вот эти... Ну, на самом деле это только звучит как страшно. 270 расчетных единиц – это 27 тысяч сомов. Да, но он каждую неделю будет с нарастающей платить это все, за каждое нарушение. Если ему выписали по 10 пунктам, за каждый пункт он будет платить отдельно. Вот так. Ну тогда да. Это... При этом вот этот вот владелец цеха, который забивал животных в недопустимых условиях, он теоретически может открыть нормальный убойный цех. Он должен, если он хочет заниматься. Вот сегодня из республиканского бюджета выделены финансовые средства, которые позволяют этим заниматься. Мы же говорим, поставьте торгово-логический центр, пожалуйста, переработку, линию берите, на строительство здания берите деньги, дешевые деньги, берите и занимайтесь этим. Стройте цеха, оснащайте их и ведите законную предпринимательскую деятельность. То есть вы поощряете, вы не просто так его закрываете, не даете работать, а говорите, ради бога, дорогой, работай, только работай в рамках стандартов, закона. И... Смотрите, Наталья, мы не просто говорим «нельзя», мы говорим «ребята, вы приведите в соответствие свою предпринимательскую деятельность». Вот чем вы занимаетесь. Если у вас есть цех, если его местонахождение непозволительно там, недопустимо, берите другой участок, обращайтесь к местным органам власти, берите другие участки, осваивайте, обращайтесь в наши финансовые институты, берите деньги, кредиты, стройте. Потому что с каждым годом поголовье растет, с каждым годом требования будут ужесточаться. Мы должны бороться за здоровье кыргызстанцев. За здоровье кыргызстанцев. Наталья, смотрите, почему закрыли экспорт рыбы? Почему закрыли экспорт молока, молочной продукции? Мы же все начали здесь возмущаться. Банально. Молочная продукция не стала уходить только из-за повышенного содержания антибиотиков. Рыба то же самое. В рыбе определили завышенное содержание антибиотиков и других остатки ветеринарных препаратов. Все. А человек, организм человека, Наталья, это последняя станция, где все это оседает. Вы же знаете. И орган, где это все оседает, это печень и почки. Почему Кыргызстан в лидерах по смене почек, замене печени, везде, по всему миру наши бегают, ездят, обращаются, меняют печень, здесь обращаются, просят помощи. Почему? Почему в других странах давно забыли про эти заболевания? Мы же сами распространением занимаемся.
Вот я несколько выступлений было у меня в СМИ, я и сейчас хочу сказать, обратиться в первую очередь к этим горе-предпринимателям. Ребята, вы должны знать, что нет гарантии, что вот эта мертвечина или вот это некачественное мясо не попадет на стол его сына, или дочери, или родственника. Нет гарантии. Хорошо, он может себя обеспечить, гарантировать качественным мясом только себя. Но нет гарантии, что его сын, который, например, живет в Бишкеке, завтра не купит вот это некачественное мясо или не съест шаурму как из мертвечины. Поэтому, вот, пользуясь случаем, возможностью, Наталья, вашего эфира, учитывая то, что у вас очень большая аудитория, я вот обращаюсь, мы должны объявить войну вместе все, вот именно вот этим недобросовестным предпринимателям. Это не только мясо, это и другие продукты. Любые продукты, они должны контролироваться. Они должны соответствовать, Наталья. Также, почему в союзное время, например, вот я вырос на Иссыкуле, в областном центре, в Караколе, тогда было только 3 аптеки. Сейчас на маленький город больше 100 аптек. Почему? Потому что мы покупаем медикаменты. Значит, у нас столько раз увеличилось потребление, использование медикаментов, значит, мы стали больше болеть. А от чего? В союзное время, не дай бог, вот такое несоответствие было. Там виновный человек, он очень сильно был бы наказан. Смотрите, вот при взаимной торговле, вот мы с вами заговорили о том, что запрещен был вывоз рыбы, этот вопрос, кстати, решился. Сертификаты соответствия должны быть в электронной базе. Да. А для того, чтобы соответствующие органы Конечно. и там, и с этой стороны могли проверить. Существует, да, такая база? Да, конечно. Потому что в электронном виде она существует. В первую очередь эти данные ветеринарный инспектор, он едет на территорию вот этого рыбного хозяйства, берет образец, потом проверяет на соответствие. Перерабатывающие предприятия тоже должны получить соответствующие документы. Только после этого они имеют право экспортировать. Существует такая база в электронном виде? Поэтому же экспортируем сейчас, пока возобновили экспорт. В открытом доступе? Да. За последние годы как увеличилось количество товаров экспортируемых? Увеличилось ли оно? То, что касается рыбной продукции, ежегодно практически на 100% увеличивается и производство. В номенклатуре, не в объемах, а в номенклатуре. Там вот была рыба, да, было молоко, а вот стало плюс еще, там, например, яйца. Вот так, не в объеме, в наименованиях. Основной экспортный продукт у нас это сухофрукты сегодня, это фасоль, это хлопок, это молочная продукция, это рыбная продукция, которую мы экспортируем очень. Ежегодно есть тенденция роста. И снова вы говорите об объемах, а я спрашиваю о названиях. Ну, хорошо. Яйцо мы импортируем. Почему я спрашиваю? Потому что очень часто мы публикуем новости, мы с вами говорим о пищевой безопасности. Очень часто нам запрещают экспорт чего-то, потому что наш товар не соответствует, либо они проверили, да, принимающая страна проверила и сказала, что не соответствует, либо мы просто не можем предоставить необходимые документы, что она соответствует. Поэтому я спрашиваю, увеличилось ли количество именно наименований, не объем, да, вот? Конечно. Мы сегодня одной только рыбной продукции, я думаю, где-то больше 20 наименований экспортируем. Разная рыба, там и икра, и копченая, и сушеная, и вяленая, и разделанная, и тушеная, и цельная рыба, и потрошенная рыба. То есть очень много видов мы сегодня экспортируем. Недавно мы не могли, у нас не было объема просто на экспорт, мы все полностью импортировали. Сейчас уже рыбная продукция одна из экспортно ориентированных продуктов. То, что касается молочной продукции, то же самое. То есть сегодня номенклатура, перечень вот этой молочной продукции, которую мы начали экспортировать, она с каждым годом растет. Потому что, во-первых, перерабатывающие предприятия осваивают новые виды
Первое. Второе, оснащенность, техническая оснащенность, то есть оборудование всех наших переработчиков, оно с каждым годом улучшается и дает возможность увеличивать перечень, увеличить разнообразие экспортируемой продукции. Ну, у нас два вида ограничений есть. Первое – это ограничение, значит, со стороны принимающей, то есть импортирующей страны, требования, которые мы должны соблюдать. Это у нас, например, в ЕАЭС единые требования есть. Если им не соответствует, конечно, эта сторона принимать не будет. Первое. Второе, исходя из интересов государства, мы вводим периодически ограничения. Мы вводим ограничения на экспорт. Например, в этом году в связи с природно-климатическими условиями корма, недостаток кормов был, мы сразу ввели ограничения на экспорт, кроме кукурузы. Зерно кукурузы мы оставили открыто. Сегодня экспортировать нет ограничений на экспорт кукурузы. Мы с вами говорили о мясе, пищевой безопасности, о том, в каких условиях производят его. Еще вот хлеб. У нас очень много различных цехов, по моим ощущениям. Да. Вот как-то это еще один важный продукт. Вот эти цеха как-то контролируются? Контролируется ввозимая продовольственная пшеница, из которой получают муку. Да. Но ее качество контролируется первое, которое мы импортируем, первое. Второе, контролируется то зерно продовольственной пшеницы, которое у нас производится здесь. По качеству. Да. А в каких условиях производится хлеб, который продается? Но там, где уже производится продукция, там это уже территория санэпиднадзора. Это уже не ваша? Да. А санэпиднадзор это уже Минздрав? Да, Минздрав. Все понятно. Что еще будет произведено, будет сделано для того, чтобы мы чувствовали себя в пищевой безопасности? Первое, значит, работа со скотными рынками. Сейчас у нас 45 скотных рынков. По всей стране? Да, из которых 20 скотным рынкам выписаны предписания, и часть их закрыта. Половине практически? Да, только, видите, мы выписали предписание, говорим, ребята, находите быстрее место и Ах, они не могут, то есть они... Это работа местных органов власти. Вот недавно в Алабуке открылся цех, то есть новый рынок. В Токтогульском районе очень хороший рынок, скотный рынок открылся, он за пределами города открывается в соответствии всем требованиям. То есть для скотного рынка тоже есть требования. Вот вы несколько раз подчеркнули гуманное отношение к животным, сельскохозяйственным животным. То есть на рынке тоже должны создаваться условия, в первую очередь, для покупателя-продавца и для сельскохозяйственных животных, которые попадают на этот рынок. Смотрите, что там сегодня. На рынке нет условий элементарных. Раз. Второе, очень сильный контакт между животными. Там тоже должны разделяться на зоны. Третье, общепит. Ну, я не хочу здесь заостряться, вы знаете, что там общепит вообще страшное дело. Там животные ходят, там вот эти отходы, потом вот эта пыль поднимается, потом эта пыль оседает на вот этих, ну, просто на пирожках даже будем говорить. То есть, видите, здесь мы сегодня предъявляем очень серьезные требования. Это не одного дня работа. Это будет вестись, пока мы не приведем в соответствие. Просто одними запретами решить нельзя, невозможно. Это неправильно. В первую очередь, если есть нарушения, мы должны выявить их, указать и требовать их устранения. Второе, мы должны создавать условия для того, чтобы предприниматель, бизнес мог вести в этом направлении свою деятельность, но только в рамках разрешенных требований. Так? Рынок он должен быть за пределами города или населенного пункта. Территория должна соответствовать, квадратура должна соответствовать. По видам сельскохозяйственных животных должны быть отдельные участки, навесы должны быть, загоны должны быть, привязи должны быть. То есть вот это все должно быть.
Ну, конечно, общепит он должен быть за пределами рынка, а не на территории скотного рынка. То есть, видите, Наталья, я не хочу вас огорчать, я не хочу прям рисовать все в таком, как бы в темном цвете, но мы должны научиться Огорчать это вы мягко говорить сказали. вещи называть вещи своими именами, Наталья. Вот друг друга прикрывая, да ладно, ничего, давай байке, давай байке, это уже вчерашний день. Нельзя. Тем более глава государства, глава кабинета министров очень сильно заостряет внимание на здоровье населения. На здоровье населения. И мы не можем просто сложа руки сидеть. Тем более министерство, которое несет напрямую ответственность за это. Нет, И не я нужно. как министр сельского хозяйства, я чувствую свою ответственность перед здоровьем каждого кыргызстанца. Мы с нами министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков. Мы говорим о пищевой безопасности большую часть нашего времени. Но, пользуясь случаем, давайте вы расскажете еще, чем нам грозит или не грозит вот такая теплая осень с точки зрения продуктовой безопасности. Во-первых, с точки зрения продовольственной безопасности, значит, вот такая теплая осень, она дает нашим аграриям увеличить площадь под озимыми зерновыми. То есть это хорошо? Это хорошо, во-первых. Во-вторых, дает возможность провести осенний влагозарядковый полив. Сейчас фермеры еще и поливают. Третье, дает возможность поднять больше зяби. Зябь это что такое? это осенняя вспашка. Чем больше мы осенью вспашем под урожай, под культуры следующего года, под урожай 2024 года, тем больше влаги будет накоплено. Тем быстрее мы весной за оптимальные сроки можем провести весенние полевые работы. То есть мы можем забарановать, посеять, провести всю агротехнику своевременно, в оптимальные сроки и получить хороший урожай, сохранить влагу. Я вот на этом акцентирую. То есть для сельского хозяйства такая... Это плюсы. Это плюсы. Для всего сельского хозяйства. В том Да, числе... и при животноводстве тоже, потому что сейчас большую часть времени сельскохозяйственные животные на выпасе, они утром выгоняют, пасут, а потом вечером загоняют. То есть это при том, что мы в этом году собрали значительно меньше кормов, сейчас это и оптимизация затрат на корма. То есть для зерновых это хорошо, для животноводства хорошо? Для растениеводства хорошо в целом. А для садов? То же самое. Ничего, что они там уже почки набрали? Когда перепады, это единичный случай, когда бывает, есть такое понятие аэровизация, период аэровизации, когда наступает холод, потом опять тепло наступает, определенные сельскохозяйственные культуры. И решают, что уже наступила весна. Да, есть такое, да. И потом... Мы должны в целом смотреть. Ну, если есть 1000 деревьев, не все 1000, там 1-2 отреагируют на это ничего страшного. Сирень зацвела. Ну, ничего страшного не будет. Ничего не будет страшного. В следующий год она опять зацветет. Ничего не будет страшного. То есть вы говорите, что урожай, наоборот, должен быть выше, чем... Ну, я не могу утверждать, что он может быть выше, потому что... Как не можете? Вы министр сельского хозяйства. Есть зима, есть весна, есть еще и вегетационный период 2024 года. Просто так однозначно говорит, все, осень хорошая, на следующий год будет хороший урожай. Нет. Есть, я говорю, теплая осень создает условия для фермера, чтобы он мог провести те агротехнические мероприятия, которые он не успел сделать. Вы помогаете в этом? Мы подаем воду. Вот, кстати, про воду. Недавно президент Садыр Жапаров сказал, что Кыргызстан все острее ощущает нехватку воды. Правда, он говорил это в связи с электроэнергией. Да. Но вода – это и сельское хозяйство. Как еще раз будут решаться вот эти вопросы с возможной нехваткой воды? То, что касается изменения климата, это очень актуальный вопрос сегодня. Около 50% всех ледников, водных запасов в Центральной Азии формируются на территории Кыргызстана.
И уважаемый президент Садыр Нурбек акцентирует на этом, что мы ощущаем, мы чувствуем свою ответственность перед нашими соседними государствами за, за бережное, за объем воды, за бережное отношение к воде. И вот здесь, значит, это проблема мирового уровня. Везде практически вот такая проблема сегодня есть. Если взять на территории Кыргызстана, что будет и что мы должны делать? Я думаю, вот такой вопрос должен звучать сегодня. Да, поскольку мы за всю мир, вы министр сельского хозяйства Кыргызстана. Да, я То есть отвечаю вы за сельское хозяйство Кыргызстана. Поэтому давайте мы сконцентрируемся на кыргызстанских вопросах. Значит, ежегодно от 5,3 миллиардов, да, в этом году, например, 5,9, около 6 миллиардов кубов воды мы забираем на орошение. То есть из рек мы забираем ее в ирригационную сеть Кыргызстана. И у нас ирригационная сеть делится на межхозяйственные каналы. Есть магистральный канал межрайонного регулирования, есть межхозяйственный канал и есть внутрихозяйственная сеть, внутрихозяйственный канал. Значит, межхозяйственные каналы — это ирригационное сооружение, это на нашем балансе, а внутрихозяйственное на балансе муниципалитетов, ассоциаций водопользователей. Значит, смотрите, мы об этом с вами говорили, в 2022 году из бюджета было предусмотрено на капитальный ремонт в 6 раз больше средств. Что мы получили? Мы получили сокращение потерь на 10% и смогли увеличить подачу фермерам на 20%. 10 и 20. Как-то вопрос возникает, да? Почему они сократили потери на 10, а подавать стали на 20 больше? Потому что увеличилась скорость подачи. И за счет этого подача воды увеличилась. Значит, это в 2022 году. Мы освоили в 2022 году 951 миллион сомов. В этом году мы осваиваем 972 миллиона сомов. Такой же эффект мы в этом году получим. Но, к сожалению, есть еще один вопрос, который мы должны активизировать. Это применение в растениеводстве водосберегающих технологий. Это капельное орошение, это дождевание. То есть это те возможности, те технологии, которые дают кратное сокращение потребления воды на орошение сельскохозяйственных культур. Если грубо сказать, это в 5-6 раз мы меньше потребляем воду, но получаем урожай больше. Мы не допускаем водной эрозии на определенных участках. То есть вот это наша борьба. Все понятно. Вернемся к пищевой безопасности, теме, которой посвящена наш сегодняшний эфир. Что для пищевой безопасности конкретно каждого потребителя, каждого кыргызстанца планирует в ближайшее время сделать Министерство сельского хозяйства? В первую очередь мы должны привести в соответствие, значит, торговлю сельскохозяйственной продукцией. То есть контроль над качеством. В первую очередь это разъяснение фермерам, что технология выращивания определенных сельскохозяйственных культур подразумевает использование минеральных удобрений, гербицидов, инсектицидов, пестицидов. Образование поднимать мы должны. Первое. Второе. Это значит, требования для торговцев сельскохозяйственной продукции. Пусть это будет сам фермер, пусть это будет оптовик или розничная торговля. Они должны торговать в соответствии с требованиями пищевой безопасности. То есть каждая партия продукции, каждый продукт он должен проверяться и соответствовать. Здесь мы намерены усиливать контроль. Усиливать контроль именно с поля до прилавка. Все понятно. Только усилив контроль, мы создадим для наших рядовых потребителей возможность покупать безопасные продукты. А просто так, бла-бла, сейчас вопросы не решатся. Мы должны требовать и еще раз требовать.
Спасибо большое. С нами был министр сельского хозяйства Аскарбек Джанибеков. Мы разговаривали о пищевой безопасности, которая пока, к сожалению, оставляет желать лучшего. Вот здесь, Наталья, с вашего позволения, я хотел бы обратиться к всем кыргызстанцам. Только силами сотрудников Министерства сельского хозяйства исключить, минимизировать вот эти риски очень сложно будет. Я призываю каждого кыргызстанца быть на нашей стороне и помогать нам бороться с недобросовестными бизнесменами, будем так говорить. Каким образом? Что мы должны сделать? Мы не должны быть сторонними наблюдателями. У вот этих всех цехов есть соседи. Они знают, что там забивается в ужасных условиях. Сообщать? Куда? Министерство сельского хозяйства, ближайшее управление сельского хозяйства, ветеринария там есть РОВД, по крайней мере, даже в РОВД должны обращаться. Мы должны все вместе объявить войну вот этим горе-предпринимателям, которые, я не говорю о предпринимателях в общем, я говорю о тех предпринимателях, которые стараются на здоровье кыргызстанцев сделать свой бизнес. Мы должны все объявить войной. Первое. Второе. Каждый из нас, сельхозтоваропроизводитель, который производит продукцию растениеводства, продукцию животноводства, должны чувствовать ответственность перед кыргызстанцами. Он не должен использовать некачественные ветеринарные препараты. Если у него из-за болезни пала сельскохозяйственное животное, он должен закопать ее, утилизировать, а не продавать на колбасный цех. То есть, видите, вот только сообща, все вместе, каждый фермер, который производит сельскохозяйственную продукцию, который живет в регионе, он должен знать, что некачественная продукция, она придет в центр, в Бишкек. И здесь нет гарантии, что его сын или дочь или внук не придет и не купит эту некачественную продукцию. Так же? Поэтому, принимая решение, каждый кыргызстанец должен об этом задуматься. Если мы все вместе будем сообща это делать, я думаю, в ближайшем будущем мы сможем кардинально изменить ситуацию. И вот эта картина, которая сегодня есть, она будет просто страшным сном. Спасибо большое, будем надеяться. Спасибо, что вы были с нами. Еще раз повторяем, что пищевая безопасность – это наша общая задача. А я хочу воспользоваться возможностью, Наталья, выразить слова благодарности вашему коллективу, который практически очень активно вы ведете работу в донесении информации до наших кыргызстанцев, какая бы она ни была, но для того, чтобы это было в интересах каждого кыргызстанца. Большое спасибо вам и вашему коллективу. Мы всегда готовы поддержать работу всех министерств, направленную на улучшение нашей общей жизни. Вы можете, я повторю еще раз, посмотреть, конечно, этот репортаж, чтобы понять, что ситуация действительно серьезная. В каких условиях производится мясо, которое мы рискуем употребить, съесть. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Надеюсь, что ваша работа увенчается успехом. Я уверен в этом. Спасибо вам, что вы были с нами. До новых встреч. До свидания. До свидания.